Всем добрый день, меня зовут Раиса Зубарева, и вы на канале Движение за независимость Саха. Сегодня мы поговорим о предстоящих изменениях в Конституцию. Известно, что завтра начинается осенняя сессия, и депутаты на этой сессии будут рассматривать законопроект о поправках в Конституцию Республики Саха, который внес Айсен Николаев. Сегодня тоже поговорим об изменениях, о предстоящих, не об этих слушаниях, которые завтра пройдут, а о тех, которые еще предстоят на основании того письма, которое Министерство юстиции Российской Федерации направило на имя Владимирова. Это зампредседатель Постоянного комитета по государственному строительству и законодательству. Как раз таки он вел публичные слушания по поправкам. Что в этом письме сказано? Это официальное заключение на проект изменений в Конституцию Республики Саха. На первый взгляд, это обычный технический документ. Такие бумаги Минюст готовит регулярно, проверяет, чтобы законы республики не противоречили федеральным и ищет возможные коррупционные риски. Но если читать внимательно, становится ясно, что это не просто проверка, это продолжение процесса, который идет по всей России последние годы. Москва шаг за шагом убирает все символы региональной самостоятельности. Давайте рассмотрим документ. В начале документа Минюст пишет: проект соответствует Конституции Российской Федерации и федеральным законам. Коррупционных факторов не выявлено. То есть формально все в порядке, юридически чисто. Но дальше начинается самое интересное. В дополнение Минюст напоминает, что в Конституции Республики Саха все еще остались статьи, которые, по мнению федеральных властей, противоречат Конституции России. Если говорить прямо, то это те статьи, где республика все еще признает себя субъектом, имеющим право защищать свою целостность и решать свою судьбу. Во-первых, статья, на которую указывает Минюст, это статья 4, часть 2 Конституции Республики. Там сказано, что деятельность, направленная против территориальной целостности Республики Саха, преследуется по закону. То есть республика сама утверждает, что ее территориальная целостность – это ценность и защищает ее собственными законами. А по мнению Москвы, защищать целостность страны может только центр, а никак не республика. Во-вторых, статья, на которую ссылается Минюст, это статья 37, часть 2. В ней написано, что статус и территория Республики Саха не могут быть изменены без согласия народа республики, выраженного на референдуме. Это, пожалуй, самая сильная формулировка. Она означает, что судьбу Республики Саха решает народ Республики Саха. Если когда-нибудь кто-то решит изменить ее статус, границы или уровень самостоятельности, то без референдума этого сделать будет нельзя. Но по федеральному закону, и Минюст указывает на это, вопросы статуса субъектов исключительно компетенция федерации, и выносить их на референдум нельзя. То есть статья, которая указана у нас в нашей Конституции, она незаконна. Третья статья, на которую указывает Минюст, это статья 52, пункт 1. Здесь Конституция Республики говорит, что государство обязано обеспечивать национально-государственный статус и территориальную целостность республики. Но это остаток той философии 90-х, когда республики объявляли себя национальными государственными образованиями в составе России. Для России это звучит сейчас как вызов. Ни о каком национально-государственном статусе речи быть не должно, потому что субъект федерации не имеет своей государственности. И в-четвертых, на что указывает Минюст, это статья 68, часть 2 Конституции Республики Саха. В ней говорится, что глава республики является гарантом национально-государственного статуса и территориальной целостности республики. То есть глава республики не просто чиновник, а защитник ее конституционного строя.
Москва же требует убрать и это. Глава республики по федеральной логике не гарант чего-то особого, а лишь представитель федеральной власти в регионе. Министерство юстиции в своем заключении ссылается на несколько статей Конституции Российской Федерации. Это 1, 4, 5, 66 и 71. Там сказано, что вопросы статуса субъектов, их границы и территориальной целостности относятся исключительно к компетенции Федерации. Кроме того, приводятся примеры из судебной практики по Республике Коми, по Татарстану и по Тыве. Верховные суды в этих республиках уже признали такие нормы Конституции противоречащими федеральной Конституции. А еще Минюст напоминает про федеральный закон о референдуме, где прямо запрещено выносить на голосование вопрос об изменении статуса субъекта. Здесь очень важно понимать, что пример с Республикой Коми – это прямое указание главе республики и депутатам, как нужно поступить. В 2022 году Конституционный суд Республики Коми по требованию Минюста внес поправки в свою Конституцию. Из текста убрали все слова о государственности Республики Коми, о ее национальном суверенитете и о праве народа решать вопросы своего статуса. Даже формулировка, где глава республики назывался гарантом Конституции Республики Коми, была изменена. Теперь он лишь высшее должностное лицо, субъекта Российской Федерации. С тех пор Республика Коми утратила даже символическое право на самоопределение. Юридически она больше ничем не отличается от обычной области. И именно это грозит сейчас нашей Республике Саха. После этих изменений мы юридически перестанем быть чем-то особенным. Мы станем губернией Российской Федерации, тем же, чем, например, является Тверская или Курская области. Вопросы статуса, границ, полномочий теперь полностью будут принадлежать Москве. Конституция, стоит напомнить, да, что Конституция – это не просто набор слов. Это документ, который говорит, кто мы, на какой земле мы живем и кто решает нашу судьбу. Если АСН изменит Конституцию в тех частях, о которых я говорила, то мы станем, понятно, да, управляемым стадом, будем жить на земле московитов, и судьбу нашу будут решать они. Кремль, то есть Путин вместе с олигархами. И теперь каждый русский, который будет приезжать к нам, будет нам тыкать в лицо нашей же Конституции и говорить, тут написано, что это не ваша земля, а наша. Как именно Москва сможет теперь распоряжаться Республикой Саха? Например, республика не сможет контролировать, кто будет работать на наших территориях и на каких условиях будут добываться ресурсы. Также мы не сможем претендовать на долю прибыли или устанавливать свои квоты. Нам ограничат программы поддержки якутского языка и национальных традиций. Людей могут переселять к нам под предлогом федеральных нужд. И с уверенностью можно сказать, что выплаты компенсаций будут минимальными, если вообще будут. Также самое страшное, например, могут восстановить ядерные испытания на территории Республики Саха. И это только самые очевидные последствия. Перечислять вообще их можно долго, но даже эти примеры показывают, что республике остается все меньше самостоятельности в решении своей судьбы. Подытоживая, хочу сказать, что Республика Саха сегодня последняя республика в России, где еще сохраняются положения о национально-государственном статусе, территориальной целостности и праве народа решать судьбу своей земли, свою собственную судьбу. Все остальные республики от Татарстана до Коми уже были приведены в соответствие. Мы остались последними. И если сейчас эти статьи будут убраны, исчезнет последняя юридическая опора, которая защищала право народа Республики Саха быть субъектом, а не объектом истории. Поэтому именно сейчас республика должна воспользоваться своими конституционными правами и заявить, что любые изменения, затрагивающие ее статус, возможны только с согласия народа, выраженного на референдуме. Ведь это право, закрепленное в самой Конституции.
И пока она есть у республики, есть шанс защитить себя. На этом все. До свидания.